представить, уже добрая традиция. Каждый год мы встречаемся с кем? С Гариком Бурито. Привет. Просто гордость Удмуртии. Ну что, приступаем. Первый вопрос. Расскажи свои впечатления после нашего фестиваля. Вот ты приехал домой, и что у тебя было на душе? Ну, не только у меня, у всей моей нашей команды впечатление только, не знаю, впечатление только самое позитивное. Это прямо, можно сказать, междометиями. И вау. Все словили прекрасное настроение. Во-первых, от всех процессов, которые происходят в течение многих дней, хотя мы застали всего один. Все словили, конечно, безусловно, наверное, волну чудесного настроения от концерта, потому что прием был по-настоящему очень крутой. Вообще, как может быть плохо на родине? Поэтому у меня отличное впечатление. Хочется повторить. Дальше, второй вопрос. После того, как ты съездил в Удмуртию, фанатов и фанаток стало больше? Я не отслеживаю количество фанатов и фанаток. Это не самое важное. Это вообще не важно. Вообще нет важности в посвящении нам, артистам, как и какой-то любви на самом деле. Все вообще о других вещах. Все творчество это про другое. Творчество это не фанатизм ни в коем случае. Я не могу тебе ответить на этот вопрос. Ну, из Удмуртии как-то стало больше, что ли, написывать такого? Не было? Или... Не, ты просто пытаешься узнать о какой-то статистике, но я не могу тебе ничего сказать. Я не слежу ни за статистикой комментариев, ни со статистикой посещений своего аккаунта. Мне вообще в большей степени хочется все аккаунты закрыть. Потому что для меня это реальный труд, который не то чтобы, мне кажется, не нужен, но и порой вреден. Но атрибутика времени такова, что мы должны... Следовать. Ну, не то чтобы следовать, это какая-то площадка, платформа, через которую тебя могут узнать больше людей, и чисто из коммерческих интересов, возможно, это и работает. Но для мужчины вести Инстаграм, это, мне кажется, так себе занятие. Так, Алексей сейчас сказал, типа, а я веду все аккаунты электроники, поэтому из меня плохой мужчина. Это же только я только о себе. Я только о себе, конкретно обо мне. То есть для кому-то нравится это. Мне, например, чаще всего нечего сказать, кроме стихов, и нечего показать, кроме афиш или там еще каких-то отрывок из фотосессий со своими какими-то мыслями, но большего мне не интересно показывать в соцсетях. Идем дальше. Ну, сложный вопрос для нас, для тебя, вообще для всей творческой, не знаю, команды в целом. Как повлияла пандемия? Как у всех, плохо. То есть это абсолютно стабильный регресс, это четкая стагнация для артистов. Для артистов всех жанров, некоторые просто в критическом состоянии, музыканты филармонии, оркестров. Но это, мне кажется, что на самом деле это самая пострадавшая сфера, так, без обиняков, потому что, мне кажется, любое правительство в мире самой последней вещью, самым последним приказом разрешит какие-то массовые мероприятия, если пандемия. Наша сфера до сих пор не заработала в полную силу и вряд ли заработает до осени. Первые концерты, конечно, какие-то появляются. Но это все пока очень шатко. Посмотрим. Верим в лучшее. А можно я сахар попрошу? Знаете, нет времени конкретно для чего-то. Время – это такая субстанция, которой вы не управляете. Когда вы говорите, есть время переосмыслить, я никогда не думал об этом. Не задумываюсь, не думал. Не знаю, к чему это приведет. Я просто живу. Процесс ради процесса. Это важнее всего. Жизнь настолько многогранная, и настолько велика, и настолько она больше, чем мы о себе представляем.
Потому что я просто живу, пишу, потому что не могу не писать. Боженька дает какие-то силы для того, чтобы я писал. И потом воплощал. По возможности стараюсь проводить больше времени с семьей. Переосмысление. Я переосмысливаю себя в других вещах. В отношении к мироустройству, именно с точки зрения духовности, божественности. Нет. Вы слишком все пытаетесь персонализировать, персонифицировать, упростить. Нет, это не так просто все. Мы верим, что в Удмуртии, понятно, во всем мире, в России пандемия сходит на нет. В это верим. И одним из больших фестивалей будет наш Open Air Эктоника. И туда мы позвали твоего друга, коллегу Звонкова. Можешь о нем чуть-чуть рассказать и передать ему, сказать, эстафету фестивальную? Мы с Андрюхой видимся почти ежедневно, постоянно работаем в студии вместе. И уже записали вместе 3 альбома, много синглов. Я знаю, как он работает вживую, как долго его дорога была настолько же длинная, сколько моя, даже длиннее, потому что Звонкий легендарная личность. Человек, который поднимал хип-хоп культуру вообще в стране в ранние годы. Я думаю, что у него просто хорошее шоу, отличное шоу. Ему есть что сказать. Он очень круто работает с саундом. У него замечательное мышление, просто крутейшее. Он очень крутой артист, поэтому уверен, что шоу будет на уровне, и все получат удовольствие. Думаешь, ему понравится наши перепечи удмуртские? Главное, все блюда, которые вы делаете для Андрюхи, делайте, пожалуйста, без лука. Вообще любой лук исключить. Да, я в райдере не прописан. Вообще просто исключить. Андрюха вот... Иначе мы попадаем, я чувствую, да, там сразу же отмена концерта, все там, и обратно самолет уже домой. У него аллергия, да, он сразу покроется язвами и все. Дальше мы будем прощаться вне камеры, прощаться и общаться. Ну, и для вас, я не знаю, Гарик сейчас что-нибудь скажет приятное, душевное, чтобы вас порадовать в такое сложное время. Нет сложных времен. Все настолько, насколько должно быть текучим. Все пройдет. Вообще все пройдет. Так что не обращайте внимания ни на что.